Читаем газету «Канаш» от 3 июля 2019 года, номер 46. Статья «Чкаловские цветы». Желание написать про этот двор у меня возникло пару лет назад. 10-подъездный дом по улице Чкалова за номером 16 уже не один десяток лет служит мне добрым маячком на моем велосипедном маршруте с Восточки до музыкальной школы. У каждого подъезда свой палисадник. Сначала бросалось в глаза, как жильцы ревностно берегут каждый метр земли перед домом, чтобы ее не затоптали, не укатали колеса машин. Потом 3-4 палисадника начали активно засаживать цветами. Нет, не бархатцами, а декоративными сортами, композиционно, с фантазией. На сегодня цветочная пестрая лента пролегла вдоль всего дома. Вот что воодушевило, объединило людей. Конечно, желание созерцать красоту собственными глазами, вдыхать аромат летней зелени и улыбаться маленькому дворовому уюту, который делает сердце добрее, а душу светлее. От этих клумб исходит такое человеческое тепло и любовь к родной земле, что ощущаешь это физически. Южная сторона дома уже в апреле палит таким устоявшимся зноем, что, заезжая во двор, хочется остановиться, погреться здесь. Очень неожиданное и щедрое тепло, наверное, и люди здесь такие, простые, добрые, отзывчивые. Жаль, что мой фотоколлаж не отображает палитру красок цветочного лета. Может быть, и есть подобные дворы в нашем городе, не знаю, но у каждого человека должен быть свой уголок на земле, где ему уютно и комфортно, где в душе зарождается мотив, без которого жизнь не в радость. Спасибо, милые, добрые женщины, за сотворенную красоту. Дай Бог вам здоровья и счастья. А еще скоро здесь положат новый асфальт, и он будет очень кстати в соседстве с этим приятным, рукотворным уголком природы. Статью подготовил Владимир Кириллов, преподаватель Канашской детской музыкальной школы. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.